4 спортсмена представят Северную Осетию на Кубке России по фехтованию, который пройдет в Смоленске. За путевки состязались десятки участников со всех районов республики. Один из главных стартов года для фехтовальщиков заставил показать максимум своих возможностей. В некоторых даже видят будущих олимпийских чемпионов. Сюжет Сабины Гатаговой. Здесь каждый укол шпагой быстрый и точный. Удар может прийти, откуда и не ждешь. Важно, говорят фехтовальщики, сосредоточиться на оружии. Диана Суанова в этом аристократичном виде спорта больше 8 лет. Этот нескончаемый азарт, признается девушка, сразу погрузил ее в особую атмосферу. Сейчас вновь настроена только на победу и попасть в национальную сборную. Мне очень важно это представление, потому что я очень люблю свою маленькую республику. И меня всегда берет гордость, когда я выступаю хорошо и называют Арсо Аланя на призовых местах. Спортивное фехтование – один из олимпийских видов спорта, поэтому каждый борется до последней секунды, а в финале накал растет с каждым уколом. Из всех видов оружия осетинские спортсмены освоили пока только шпагу. Уколы и удары, нанесенные фехтовальщиком, регистрируются электрической схемой, которая подает звуковой сигнал и зажигает лампу при касании соперника. Провода проходят через одежду и оружие спортсмена. Работы предстоит много, отмечает вице-президент Федерации. Фехтование развивается, но медленно открываются и новые залы. Сегодня в республике около 700 спортсменов. Тем не менее, в некоторых уже видят будущих олимпийских чемпионов. У нас исторически сложилось, что школа сильная. Мы стараемся не снижать обороты. Стараемся каждый год подавать ребят в сборную России, как в кадетскую, так и юношескую сборную. За трофей боролись 40 фехтовальщиков, но только 4 из них представят республику на Кубке России в Смоленске. Сабина Гатагова, Артур Гаглоев. Новости Осетии.